Будучи ребенком, Валерий Джинджоли обучался в сельской школе, затем переехал в Новоафон, после чего снова вернулся в родную Бедию. Из школьных предметов больше всего ему нравилась химия и биология, так и выбрал направление. Уже в Бедии принял окончательное решение и начал усиленно готовиться к поступлению на биолого-географический факультет Абхазского госуниверситета по специальности медицинская биохимия. Наверное, просто так сложилось, что именно это направление. У нас есть определенная специфика в выборе направления, потому что нам приходится выбирать из ограниченного числа вариантов. Но так сложилось, что вот мое направление патологическая физиология мне очень нравится. И нравится оно мне, потому что патологическая физиология – это медицинская наука про то, как вообще развиваются заболевания, такая своего рода философия медицины, плюс всеми такими общими механизмами того, как вообще заболевания развиваются. То есть, зная подфиз, ты фактически разбираешься во всех заболеваниях и вообще в том, что такое болезнь, что такое здоровье. В течение года я освоил программу с 8 по 12 класс, потому что препод хороший был. Каждый раз, когда я как-то касаюсь химии или со студентами говорю, я всегда ее вспоминаю. Это Схадаева Татьяна Мамовна. Она до сих пор работает в Ткварчале, очень хороший специалист. Я не считаю, что сельская школа как-то плохо сказывается на возможностях. Дело в том, что это очень зависит от роли личности в истории. Потому что в нашей школе всегда все преподаватели были заинтересованы в том, чтобы куда-то детей пропихнуть, отправить на какие-нибудь, олимпиады, на какие-то выступления. Роль нарушения липидного обмена в воспалении при некоторых нозологиях. Так звучит тема кандидатской диссертации Валерия Джинджоли, посвященной изучению механизмов развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, аутоиммунных и других патологий, связанных с повышенным холестерином, ожирением и воспалением. Это исследование также важно в разработке медицинских препаратов, поскольку создает модель для их испытания. Изучить связь нарушения обмена жиров и формирования воспаления в организме. Потому что, пожалуй, в основе заболевания лежит именно вот этот воспалительный процесс. Он там специфически развивается каждый раз по-особенному для каждого заболевания, но у него есть общие черты. И вот то, как на это влияет нарушение обмена жиров, как часто оно с этим связано. В долгосроке это важно в том плане, что у нас с глобализацией увеличивается количество заболеваний, которые называются заболеваниями 21 века, которые связаны с изменением образа жизни, с меньшей подвижностью, с активностью физической меньшей и с потреблением большого количества калорий. Исследование может внести вклад в определение новых факторов риска, то есть выявить ранние сигналы возможного развития изучаемых заболеваний. Задействованы низшие обезьяны, потому что научно-исследовательский институт специализируется на них. Это важно, ведь научных центров по всему миру, которые занимаются приматологией, около 12. При этом львиная их доля расположена в США. На просторах России есть только 2 института, которые рассматривают обезьян. В этом и состоит особенность НИИПИТа. Во-вторых, именно обезьяны являются лабораторными двойниками человека, позволяя лучше всего изучать механизмы развития многих заболеваний и исследовать препараты. Сейчас мы работаем с обезьянами. Почему обезьяны? Во-первых, потому что мы работаем с обезьянами в институте. Не только по этой причине, потому что они физиологически, анатомически нам ближе всех животных других. Мы на обезьянах можем получить изменения, которые мы не получим на грызунах. На просторах Российской Федерации, например, институтов только 2. Это Павлова институт, но там они работают с высшими обезьянами, их интересует высшая нервная деятельность. И Адлерский институт, тоже когда-то был филиалом нашего еще до войны. И вот мы есть, на просторах СНГ только мы.
Работа заключается в моделировании нарушений обмена жиров у низших обезьян. В рамках исследования приматам изменили рацион, чтобы посмотреть на изменения биохимии крови, уровня холестерина, лейкоцитов и воспалительных маркеров. Мы дальше смотрим, как у них меняются естественные параметры. Мы берем кровь, и мы взвешиваем этих обезьян, смотрим их охват талии, рост, чтобы рассчитывать там типа что-то индекса массы тела. И кровь отправляется у нас на различные исследования. Например, это биохимические исследования. То есть повысился ли у нас, допустим, общий холестерол или нет. Это гематологические исследования, как себя ведет, например, лейкоциты, эритроциты и другие параметры. Наша задача сейчас получить изменения в обмене жиров, который мы отслеживаем с помощью анализа крови спектра целого. Когда мы это получим, это изменение, мы его характеризуем и скажем, что у нас есть модель. То есть, это что такое модель? Модель – это клиническая или лабораторная картина какого-то нарушения или заболевания, которое мы видим на исследуемом объекте, в данном случае на животных, на обезьянах, если быть точнее. То есть оно воспроизводит ту же картину, которая есть у людей. Когда мы это воспроизвели, мы уже вот эту штуку, модель, можем использовать для теста чего-нибудь. Допустим, самое простое, что на ум приходит, это фармпрепараты. Кроме того, в диссертации Валерия Джинджоли будет разработана модель нарушения обмена веществ на приматах. Это уникальный инструмент, который поможет в испытании препаратов для борьбы с различными заболеваниями, чтобы проверить их эффективность и безопасность. Уже мы уходим в разряд исследований на людях. Это отдельная проблема, поскольку по одной простой причине. Потому что мы не можем сделать такого же с людьми, как делаем с обезьянами или там, с грызунами. Нам приходится здесь ухищряться. И минус в том, что эти ухищрения приводят к возрастанию риска статистических ошибок. И вот здесь у нас включается очень серьезный мат-аппарат, в каком-то смысле, медицинской статистики. В наших результатах на людях очень вероятно, что будут какие-то ошибки. И мы должны ко всему уже здесь относиться очень вероятностно. Пока говорить о глобальных результатах или же планах тяжело, ведь научный прогресс складывается из достижений многих ученых. В своей работе абхазские ученые делают все, чтобы соответствовать биоэтическим принципам исследования, уменьшить уровень стресса у подопытных обезьян. Помимо прочего, важен процесс работы. В частности, сбора крови. Как отмечает Джинджоли, у обезьян берут кровь вакуумным способом, так же, как и у людей в больницах. В научно-исследовательском институте сегодня создаются и внедряются в работу даже стандартизационные документы для этой цели. Кроме того, Валерий Джинджоли преподает в АГУ практический курс в рамках общей биохимии и старается передавать свои знания и опыт молодым студентам. Алиса Атлиба, Сандро Облоти, Абаза ТВ.